Величественные горы и башни-великаны. В этой красоте отражается вся сила и мужество легендарного борца, героя революционного движения и видного политического деятеля Берда Евлоева. Лев и орел Кавказа. Его имя вписано золотыми буквами в историю развития классической борьбы. В 1888 году оно впервые прозвучало здесь, на вершине ингушского села Ни, где спустя 130 лет собрались его потомки. Здесь мы находимся сегодня, близкий его единственный племянник Берда, это Макшарип Евлоев, еще двоюродного брата сын Муса Евлоев, которые принимают активное участие в мероприятиях, связанных именно с ним, чтят его память, знают, что детям, нашему поколению, нашему народу нужно знать, через какие терни прошел этот человек. Каждый человек может и должен быть сильным. Таков был девиз Берда Ашбериевича. Еще в детстве, лишившись родителей, он понял, жизнь – это и есть борьба. И добиваться всего надо своими силами. Будучи 12-летним подростком, он принял решение уехать в город Ростов-на-Дону. Там он устроился на работу в одно из предприятий. К 17 годам стал кадровым работником, рассказывает внучка борца Лидия Досхоева. С детства он обладал большой силой. Это все замечали, видели, знали, что 10-летним мальчиком он смог удержать подводу вместе с лошадью, которая уже почти вот-вот должна была слететь в пропасть. Зная эти качества его, он решил искать свою судьбу. Находясь в Ростове, он в спортивной школе познакомился со знаменитым легендарным силачом Поддубным. Поддубный очень особенно относился к этому воспитаннику, вложил в него все свои секреты, своей деятельности, своей работы. Известность к Берду Ашбериевичу пришла в 1908 году в Петербурге, где он выступал силачом в цирке. Работая там, Евлоев начал серьезно заниматься вольной борьбой. Уже позже стал чемпионом мира и Европы. Будучи известным спортсменом, он принимал активное участие в революционном движении Петрограда, где выступал за советскую власть. Подразделение Евлоева вело наступительные и оборонительные действия против петлюровских банд. Он трижды был представлен к высшим военным наградам. Ему была дана награда от самого вождя революции Владимира Ильича Ленина. Есть такой единственный орден «Герой революционного движения». Его документы все хранятся в музеях Петербурга и Москвы. Затем под руководством того времени они организовывают армию многонациональную на Кавказе, которую возглавляет опять-таки Берд Евлоев со своими заслугами, со своей такой мощью, со своей организованностью умел находить общий язык, создать такую армию, которая очистила и восстанавливали власть в этих республиках на Кавказе. По размаху натуры и по кавказскому темпераменту это воплощенное мускулистое тело идея натиска писали про Берда Евлоева современники. Сильным духом пропитано и это высокогорье, куда родственники Евлоева приезжают как на место паломничества. بسیار شانس معناها مخشري ديزل به مختار يا حجبه ورسون ديزل به اش تتخاش دوخ خان يرج حلقه باخي اخاريمت حيوستش ديك خيط وس حلقام اوز نقبوح خان دي اليش دا غش خط حل خبر بردي اساده ياش سي ماشينش اوتيش دي تشيت قوت كيلومتر نقبي حبابيش نبرموك اليش دا حلواش است جدول فوت خاصر خان توس حلواش خان يمت حداقي خش غج علوج ديحت وسشحت خيتواك ديحبول بواش خلوريش. Политический деятель, герой революционного движения и чемпион Европы и мира Берд Евлоев умер в 1952 году вдали от родины в Казахстане, куда вместе со своим народом был выслан в 1944. Кажется, именно тогда погас очаг и этих башен, но несмотря на время они хранят память о судьбе владельца. Его история жизни передается поколениями. Мастер спорта, чемпион мира Европы был спортсмен. Цу
по стопам Давахар Баханды, его Муса представляет здесь Олимпийский резерв, спортсмен улыш, дуккаячыш защитить Меттик Завир. Сегодня Бердиевлоев, как и десятки лет назад, является примером патриотизма, самоотдачи, мужества и благородства. Его биография хранится в музеях Москвы и Петербурга. А в Ингушетии в честь него открыт самый крупный в республике дворец спорта. У входа установлен монумент. Эту борьбу и силу кавказских борцов, которую олицетворяет Бердиевлоев, пытается воплотить и сегодняшнее поколение. داو خواهش گذار اندلش تویچه اشتماسون خزاوات است کنش کتیز و خانوس شکل واچ خدیچت بردیو جوالت سکانه اشتخازات абах чардица اشتخازاусунс. Герои в своем отечестве есть. Один из них – сын Ингушетии и России Берд Ашбериевич Евлоев. Земляки чтут его память. Родственники за своего героя прочитали Мавлид. Шарадат Хулухоева, Ахмед Гандаров, Новости 24.